Доченька! Доченька! Что, мамочка? Время читать сказку. А какую сказку ты мне сегодня будешь читать? Сегодня я почитаю тебе сказку Елены Велиной, где пряталась чайная ложечка. Ой, как интересно! Я готова! Ну, слушай. В мамином серванте из красного дерева было много интересных вещей. За стеклянными дверцами на чистых полках красовались большие блюда. Они очень важничали, и неспроста. Их доставали только по праздникам. Видите, какие мы важные особы. Нас очень берегут и каждый день на стол не ставят. Плюх! На большие блюда шлепались пироги с сыром и капустой, и блюда больше не могли хвастаться, а только пыхтели от тяжести. Что ни говори, работа у них была ответственная. Как вы там сказали? Мы что-то не расслышали. Какие вы особы? Важные? Или, может, страшные? А может, бумажные? Перед блюдами в серванте стоял фарфоровый чайник. Он был пузатый, толстенький и задирал свой нос, потому что среди множества фарфоровых белых чашечек и блюдечек он был совсем один. Уж кто-кто, а этот чайник умел себя поставить. Кто, кроме меня, может заварить и разлить чай правильно? Без меня никакого чаепития бы и не было. Блюдца стояли стопочками и рассказывали друг другу смешные истории. А рассказать было о чем. Например, как нож на днях разленился и отказался резать. Пришлось папе отламывать хлеб руками, а нож отправили точить. Или как вилки решили, что они самые незаменимые, и стали растопыривать в разные стороны свои зубья для пущей важности. Конечно, их тоже отправили в починку. Чашки стояли на одну полку выше блюдец, и новости слышали плохо. А им так хотелось узнать побольше. Чашки были вместительные, новостей в них влезало больше, чем в блюдца, и их даже прозвали бездонными сплетницами. Ну почему вы нам ничего не рассказываете? Нам тоже интересно все узнать. Много будете знать? Тресните, лучше берегите себя. Блюдца недолюбливали толстые чашки, ведь когда подавали чай, полную чашку с чаем ставили сверху на блюдце, а это было явно несправедливо. К тому же чай иногда проливался. Ну вот, опять меня незаслуженно облили. Что за жизнь такая? Ставят на меня эту вредную глупую чашку, чтоб ей треснуть. Ой, лучше не надо, а то пролитый чай не соберешь. А чашки, как ни в чем не бывало, продолжали. Так нам никто и не рассказал. Почему вчера из серванта исчезли вилки? И куда делся мамин любимый нож? В починку! Ну расскажите нам все поподробнее. Да что тут рассказывать? Кто плохо себя ведет, того отдают в починку. Ой! Тогда мы лучше помолчим. Хватит вам уже. Прошелестела скатерть на столе. Сейчас папа с работы вернется. Готовьтесь его встречать. К папиному приходу вся посуда готовилась, как солдаты к смотру войск. Первыми в ряд становились большие тарелки. За ними тарелки чуть поменьше, их младшие сестры. С верхней полки, горделиво подбоченясь, на все это взирала супница. А рядом стояли чашки, блюдца и пузатенький чайник. Но самыми нетерпеливыми и юркими были ложки, ножи и вилки. Они так и норовили вылезти вперед, растолкав остальных. Они высовывались и глазели по сторонам. И только у маленькой чайной ложки не получалось подпрыгнуть, чтоб хоть что-то увидеть. Ну, пустите меня вперед!
Куда ты, малявка, лезешь? Уступи большим. Знай свое место. А кто здесь большой? Да, пожалуй, здесь все больше тебя. А ты не будь выскочкой, сиди потихоньку в серванте. С ужином и без тебя разберемся. И чайную ложку затолкали обратно вглубь ящика. Там никто не рассказывал смешных историй, никто не проходил мимо в красивом фартуке. Эх, грустная жизнь. Она пыталась через щелочку в ящике поглядеть, что происходит снаружи. Вот подали дымящийся вареный картофель на большом блюде. Вот понесли хлеб в корзинке. Как интересно. Наверное, сейчас меня позовут раскладывать картошку. Но вместо нее за работу принялась большая ложка. Опять не я. Сейчас подадут соус. Конечно, я им тут же и пригожусь. Не тут-то было. Про чайную ложку, наверное, забыли. А сейчас они будут пить чай. Вот когда я появлюсь на свет из темного ящика. Но все решили обойтись компотом. Ну вот, ужин прошел, а меня так и не достали. Вечером посуду помыли и вернули в сервант. У всех был очень усталый и довольный вид. Даже те тарелки, на которые так ничего и не положили, старались показаться не хуже остальных и тоже важничали. Что там новенького? Ну что там новенького? Но ей никто не хотел отвечать. Ой, отстань. Не мешай нам отдыхать. Ну и трудный был вечер. Кипятил я воду, а никому она не пригодилась. Зря кипятился. А что делают предметы посуды перед тем, как лечь спать? Конечно, пересчитывают друг друга. Руководит этим делом чайник. Вот и сегодня он снова затеял перекличку. Блюдца, по порядку рассчитайся. 1, 2, 3, 4, 12. Ну вот, все на месте. Теперь чашки быстро в ряд становись. Смирно! Чашки тоже выстроились в одну ровную линию. И что же? Их оказалось только 11. Неужели одна исчезла? Неужели одна исчезла? Когда кто-то не возвращался в сервант, это было самое страшное. Ведь если чашка разбивалась, ее выбрасывали, приговаривая при этом. Ну и ладно, на счастье разбилась. А посуда при этих словах мелко дребезжала от страха. Где же она? Только бы не разбилась. Но оказывается, ее просто забыли вытереть и оставили у раковины. Поздно вечером она вернулась в сервант с видом героя. Где ты была? Мы тут все выстроились, пересчитались. Одной тебя нет. Я бегала полить цветок на подоконнике, а то бы он совсем завял. А потом я стояла на раковине и болтала с блестящим краном и мягкой губкой для мытья посуды. Чайник успокоился, вспомнил, что нужно держать марку, быть важным и пузатым. Он как бы невзначай посмотрелся в большое блюдо и остался собой очень доволен. Столовые ложки тут же последовали его примеру, они посмотрелись друг в друга и увидели свои отражения. Ой, какая ты смешная. Ты что так щеки надула? Чайные чашки тоже посмотрелись в самую большую ложку, только в отражении они были перевернутыми, будто стояли на голове. Ой, что это со мной? Я не так стою. И она перевернулась вверх ногами. А утром чайник с удивлением обнаружил, что все чашки стоят вверх ногами. Совсем бестолковые. Равняйсь! Смирно! Приказал он, и все чашки словно очнулись, встали, как обычно, донышками вниз. А блюдца захихикали снизу. Ну и глупые эти чашки. Чайная ложка с любопытством смотрела на все это из своего уголка. Ну ничего, сейчас уж наверняка все станут пить чай и про меня вспомнят.
только за завтраком все очень торопились и про чайную ложку опять забыли. Дети выпили по стакану молока с печеньем и побежали в школу. Как всегда, про меня забыли. А вечером в столовую пришел расстроенный папа. Мне нужно срочно отмерить лекарство. Посуда в серванте засуетилась. Я! Сказал половник и гордо выставил грудь вперед. Я всегда к вашим услугам! Половникам лекарства никто не отмеряет. Потом выскочил нож. Он только что вернулся наточенный и остренький. Я? Чайник тоже набрал было воздуху, но тут папа сказал: Мне нужна самая маленькая чайная ложка. Дайте ее скорей. какой же тут начался переполох. Эту ложку мы не знаем. Мы ее куда-то отправили. И с тех пор ее давно не видали. Она же такая маленькая, вечно мешалась. А наша героиня в это время дремала в своем ящичке и ничего этого не слышала. На поиски ложки пустилась мама. Она перетормошила всю посуду, даже в чайник заглянула, только ложки нигде не было видно. Ой, а ты посмотри вон в том дальнем ящичке. Тут-то, наконец, нашу героиню и извлекли на свет, и поручили это лекарство отмерить именно чайной ложке. Надо сказать, справилась она с этой задачей блестяще. Я отмерила ровно нужную порцию микстуры. Наконец-то нужна именно я. С того дня нашу ложку положили в сервант на видное место. Эй, ты, принцесса! Ты что, теперь она самая-самая? Ты даже главнее чайника. Да что вы, нет. Но на этом ее приключения не кончились. Вечером она отправилась куда-то вместе с пузырьком микстуры. Ой, что сейчас будет? Мы знаем, она не вернется. Когда посуду вот так уносят? Ее потом забывают. Дзынь-дзынь! А вдруг ее вместе с пустым пузырьком микстуры выбросят? Тихо вы, а то тресните. И так переживаем. Но наша героиня вернулась достаточно быстро, все расступились и пропустили ложку на ее место в серванте. Ну как вы, сударыня, на новом месте? Спросил чайник. Обжились уже? Присмотрелись? Спасибо, мне здесь с вами так интересно. А как прошел торжественный прием лекарства? Вы ходили куда-то далеко, там никто из нас не был. Да, я была в детской, а еще в гостиной. И представляете, во всех этих комнатах вообще нет посуды. Столы стоят, но на них только книги и блокноты. Даже скатертями они не накрыты, просто пустыня. Да, мы тут единственные. Горделиво сказал чайник. А у папы на письменном столе прокинули чернильницу. Хорошо, что на чистую бумагу. Столько новостей! Столько новостей сразу! Столько новостей! И маленькая ложка рассказывала так до самого позднего вечера. Даже ворчать друг на друга и толкаться никому уже не хотелось. Все выстроились в рядок и внимательно слушали. Надо же, Подумал чайник. такая кроха. Она вела порядок. Да еще не зазнается при этом. Молодец. Так наша маленькая ложка оказалась самой большой умницей. Может быть, потому что терпеливо дожидалась своего часа. Ну что, понравилась тебе сказка? Мамочка, так интересно, спасибо! А теперь скорее спать. Хорошо. Спокойной Спокойной ночи!